Всем привет! Всем привет! Всем привет! Так, пока никого нету. И понятное дело, только начал стримить. Ой. Короче, смотрите, какая там красота неописуемая. Шары такие, одуванчики типа. Вот. Тут бегают огни. Туда вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Сегодня у нас 21 января. Якутск, вечер. Погода, короче, потеплела. Смотрите. Иду, прохаживаюсь. 33 посмотрел вот по интернету. Можете сами даже мне проверить, сколько сейчас в Якутске градусов. Прохаживаемся, постримить. Кто-то там меня просил поснимать улицу Октябрьскую. Сейчас вот выйдем на нее, поснимаем. Так, а это мы пока по Орджоникидзе зайдем. Так, ладно, вот сюда вот, в этот переулок под домами зайдем. И туда выйдем. На проспект Ленина посмотрим состояние улицы, что там с ней происходит. Потому что ее в этом месте ремонтировали. Очень такой мощный ремонт делали. Там изымали грунт где-то метра на 2-3 в глубину. И туда закладывали заново грунт. Какой-то гравий там. И, соответственно, вот фрукты продают здесь всякие разные. Фрукты, овощи. Закладывали заново грунт туда. Короче, и вот, ну, асфальт-то, наверное, зимой не будут никто ложить, поэтому вот она получается, что будет до, когда все это уже летом, что ли, или как весной асфальтировать-то будут. Так, ну вот это мы идем сзади, эти улицы по проспекту Ленина. Дома, которые старенькие дома. Вот сзади этого дома идем. Это, считайте, самый центр города. Самый центр. Поэтому связь тут нормальная. Ничего, в принципе, не должно тут лагать, пропадать. Так, и вот мы выходим. Здесь как раз, где вот это здание ЯФАН, Якутская филиал Академии наук, находится. Вот это вот здание старое сзади, оно так выглядит. Здесь была здоровенная ямина. Вот как раз вот на этом месте. Вот как раз вот на этом месте самом. Сейчас здесь все засыпано, смотрите. Все засыпано. Уже вровень с тротуаром. Ой, даже машина что, забуксовала, что ли? Она там встала и съехать не может. Точно. Ё-моё. Кошмар какой. Смотрите. Залез колесами. Так. И вот тут была ямина вообще глубокая. Тут коллектор городской. Метра, наверное, не знаю, 6 глубины. Там трактор какой-то копал ее. Такой мощный. Ну, сейчас, короче, вот она в таком состоянии получается. Просто гравий сверху. И это, получается, все будет лежать до теплых времен. Когда уже можно будет асфальт ложить. Потому что сейчас у нас, ну вот сегодня потепление, минус 33. Минус 30 даже. Тепло на улице вообще. Шикарно. Но все равно холодно, все равно не для того, чтобы прокладывать, уложить асфальт, конечно. Вы видите, что все в снегу. Надо, чтобы все это оттаяло, естественно. Никто же сверху этого не будет ложить. Здесь снег, лед.
Это, кстати, здесь этот находится магазин по одержанной технике. Smart 24. Тут всякие айфончики можно старенькие купить себе, прикупить еще что-то. Ну, люди сдают технику, и потом вот она здесь по дешевке продается. У кого там с бюджетом не очень супер, могут вот сюда подойти и выбрать себе какой-то вариант. Дается, по-моему, месячная гарантия. Поэтому, если что-то вы обнаружите, в течение этого срока могут поменять. Так, ну все же какой-то бугор, видите, да? Метр, где-то полметра, да? Получается, он ниже. Вот этот тротуар, он ниже на полметра. Ой, выше, вернее, на полметра, чем дорога. А здесь вот такой вот гравий. Вот такой гравий здесь. Ну, да, конечно, дороги это ездить нельзя. Но она получается ниже еще. То есть ее выравнивать что-то должны. То есть вот дорога там уровень улицы он выше на полметра. Так, ну и что, давайте, улица Октябрьская. Кто-то хотел, чтобы я ее поснимал, поскольку сегодня погодка у нас хорошая, теплая, можно постримить с улицы. Так, вот это институт космофизики. Здесь старое здание, памятник, бюст ученому, который руководитель был Шафер Юрий Георгиевич здесь был, работал, какой-то видный ученый, космофизик, видать. Так, ну и все, вот она, улица Октябрьская. Что мы здесь видим? Здесь вот такая лежит свайна, которая переграждает дорогу, чтобы машины не проезжали. Вот так вот она. И она тут в этом месте вся, естественно, заставлена машинами. Вот. Вот такая вот. Это улица Октябрьская. Теперь мы делаем разворот. И вот идем в ту сторону. В сторону автовокзала по ней, Никольского храма. До, получается, вот как там он, торговый центр такой красивый. Там, на Лермонтова. Все, переходим. Здесь машин никаких нету. Ленина перекрыто с той стороны тоже. Вот так вот все здесь выглядит. Здесь Бургер Кинг, такое здание историческое. А это музей, библиотека Пушкина. Вот это вот Абоневский зал, по-моему, да, тут еще архив. А вот там вот читальный зал, библиотека Пушкина. Телебашня вон там, чуть дальше. Периодически ее включают. Там подсветка такая красивая. Ну и здесь вот такое здание. Здесь у нас еще раз Бургер Хит. Привет, привет, привет всем, привет, добрый день. ВТБ банк, вот такой вот у них. Здесь шикарный подъем. Смотрите, какая лестница. Вообще отупенная. В таком старом стиле тоже, вот как вот это библиотека Пушкина, также сделана из кирпич. Вот такой вот. Привет из Уфы, в Севастополе, в Крыму на днях штормило, и второй раз за эту зиму подал снег. Ничего себе. Так, я сейчас чуть дочитаю ваши комментарии, пока иду. Ну, это вот такая кладка, здесь кирпич. Короче, вроде бы кирпич натуральный, да, все настоящий. Вот он из кирпича сделан по подобию того дома, этого старого исторического дома. Библиотека Пушкина. Это читальный зал. Такая большая, на 3 этажа. Когда-то я сюда ходил
Давным-давно это было. Сейчас уже что-то особо не до книжек. Можно книжки читать, в принципе. Скачиваешь, да, на электронную букву. А в книгу ее ставишь, читаешь. Поэтому уже такой особой проблемы в книгах, в доступности их нету. Это раньше, конечно, не было этого интернета, ничего не было. Приходилось ходить по библиотекам, там, искать материал какой-то во время учебы. А сейчас все просто. Привет, ZX. Привет. Так, сейчас я дойду, потом почитаю комменты. Надо все равно заходить. Когда у вас начинается ледоход на реках? В конце мая, 20-х числах мая ледоход начинается. Ну, река-то Лена длинная, насколько там? 4000 километров, поэтому пока там где-то в верховьях она начинает только идти. О, собака, смотрите, собачка невыловленная. Кстати, их же у нас ловят. Ой, бедная, она куда идет-то? Не соображает. Заблудившаяся. У нас же ловят этих собак, отлавливают. Потому что случай был, что женщину загрызли, стая собак, ну там на краю города. Поэтому их отлавливают. В понедельник вроде минус 28 будет. Ой, еще теплее, что ли? Ничего себе. Так, ну это вот по Октябрьской Нордхаус. Такой большой дом. Там на первом этаже какие-то офисы. Первый, второй этаж, что ли. Магазины. Тут у них стояночка вот такая вот. С этой стороны Октябрьской. Тут, по-моему, это военкомат. Здание военкомата. А это на машинах ехать в Севастополе сейчас поменьше стало. Ладно, сейчас я дойду, почитаю ваши комментарии все. А это, по-моему, какой-то музей или что это, вот это, я не знаю. Вот этот дом такой формы. Там даже ни разу не был. Так, ну идем дальше. Сейчас мы сюда зайдем. Я заодно телефон погрею. У нас хотя тепло, но все равно телефон застывает, естественно. Надо периодически в помещение. Тепло вообще замечательно. Можно полдня ходить. А 20 градусов в Якутске это вообще, не знаю, жара, наверное, уже. Можно вообще чуть ли не без шапки. Ну, конечно, шутка. Шапку все равно надо. Так вот сейчас сюда зайдем. Здесь какой-то салон. Ой, чуть не грохнулся, пардон. Чуть не улетел, а? Ё-моё, как так? Под ноги надо смотреть. Смотрите, вот здесь вот я. Вот трэш-контент. Было бы вообще жуть, конечно. Иду такой, короче, ворон считаю и спотыкаюсь. Давайте пойдем. Сюда вот помещение. У нас ужесточены требования к коронавирусным вот этим всем мерам. Поэтому надо маску обязательно. В торговых центрах у нас проверяют QR-коды. Так, давайте почитаем с самого начала. Каспер, привет. Айси, привет. Добрый день. Уфа Сити, привет из Уфы в Севастополе. В Крыму на днях штормило и второй раз за эту зиму выпадал снег. В этот раз совсем немного уже растаял. Сейчас плюс 7. В Уфе минус 10 солнечно. Понятно. Да, в Крыму снегу нападало, там хорошо. ZXC, привет, Кима, привет. Уфа Сити, когда у вас начнется ледоход на реках? Я говорю, в мае месяце там. Он долго идет, пока с верховьев Лены начиная. Там где-то недели 2-3 проходит ледоход.
Ну и где-то уже в конце мая река открывается и навигация, в принципе. Уже с этого начинается, как лед проходит. Так, дальше. В понедельник вроде минус 28 будет. Ну, вообще жара. У вас много бездомных собак. Ну, их, да, отлавливают собак. Проблема, да, такая. В городе есть. На машинах ехать по льду проблематично. Зигзаги такие меня немного подташнивают. Да, там дорога не очень. Там трещины, зигзаги. Там же прямо по льду едут машины. Поэтому, конечно, ехать по льду, переправа где не очень. Там даже бывали случаи, что машины просто туда проваливались. Поэтому там какой-то тоннаж допустимый существует. Уфа-Сити. В Севастополе сейчас поменьше стало. Еще лет 5 назад стаи по 30 штук бегали, сам лично считал. Да, но существует программа на федеральном уровне, там какие-то законы насчет собак, отлова их содержания. Все это регулируется, потому что собаки-то размножаются за летний период очень хорошо, поэтому их надо что-то с ними делать. А так бродячие, это, конечно, не дело на улицах. Они, когда в стае собираются, они представляют опасность для горожан. Володя Зайцев, привет. Ледоход в Якутске начинается в середине мая. Ну да, где-то так, да. Спасибо за комментарий. Ладно, давайте дальше идем. Тут у нас, короче, киоск какой-то в продаже. Газет, журналов. Здесь магазин вкусной еды. А здесь Якутюрье, дом. Всякая ткани там, иголки, нитки вот здесь продают. Для тех, кто любит рукоделие какое-то. Шитье. Ладно, выходим. Все. Так, мне главное тут не споткнуться. Вот здесь вот. И не улететь. Падения-то они бывают как бы безобидные. То есть упал там, в принципе, отряхнулся и пошел дальше, да. Ну, может, немножко там поболит что-нибудь. Синяк на крайний случай. А бывают падения, что переломы, потом травмпункт, потом хирургия, больница, палата, там какие-нибудь начинают протезы ставить, еще что-нибудь по-разному. Поэтому эти падения они чреваты. Так, с этой стороны у нас этого дома шоколадница. Это кафешка, вон там видно, люди сидят. Я смотрю, у них еще... это просто гирлянды висят, да? И милый дом. Какой-то милый дом. Что там продают, я даже не знаю. Так, дальше идем. Польска. Надо смотреть. Ну и здесь, с этой стороны, у нас улица Октябрьской. Вот тут такой дом какой-то интересный. Там тоже, по-моему, там нотариус. Еще какой-то ресторанчик был у них. Такого плана. Вот эти вот помещения внизу. А там дальше КПД дома стоят. Вот эти вот. Времен 80-х годов постройки прошлого века. Так, здесь столовка Рублевка. С этой стороны. Да, сегодня интересно, что-то машин мало совсем. Но транспорта мало. Не чувствуется. Или тут улица такая не проездная особо. Хотя тут тоже машин бывает очень много. Вот одинокие автобусы проезжают. А может быть связано многих дети, в частности, сидят на удаленке, дома онлайн занимаются. И работников тоже переводят на онлайн. Тех, кого возможно. Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Вот такая вот, что это за дом, я даже не знал. Вот такая арка здесь есть. Вот такая вот арка. Так. Дальше. Топаем.
Вот здесь проходной пропускной пункт. Вот такие вот эти, как они, шлагбаум, да? Что-то тут стратегический объект какой-то находится. Люди. Машины в отдельном количестве. Так, здесь Сбербанк у нас. А вот почему машин много. Потому что Сбербанк. Все, конечно, тут банкоматы, поэтому люди. Самый популярный банк у нас Сбер. Постоянно толпы народу в него. Толпы. Тут тоже видим шлагбаум. Потому что здесь, сейчас я вам покажу, что находится. Пока одеть варежки. Догадываетесь, наверное, что это такое, да? Это эмблема Сбербанка. Вот такая изо льда. Видали, да? Вот изо льда она. Ледяная эмблема Сбербанка. Нигде, наверное, такой эмблемы нет Сбера. Мне так кажется. Вот подсветочка в таком все тоне, соответствующей стилю Сбербанка. Вот. И здесь, по сути дела, сам офис. О, видали, какое здание? У Сбера в Якутске. Вот это здание, это еще филиалы же есть. Филиалы. Куча филиалов по городу. И вот сам офис вот такой вот гигантский. Просто обалдеть можно. Да, Сбер самый популярный банк. Да, хоть в Крыму нету. Да, вот где банкоматы стоят, допустим, в торговом центре банкоматы нескольких банков в одном месте. И у Сбербанк очереди. Все время очереди. Все время. Так, перехожу дорогу, кружит. Так, переходим, посмотрим под ноги. Гололед обязательно, чтобы не было падений, переломов, и так далее, ушибов, гематом. Надо идти осторожно. Так, а здесь вот старый домик, и в нем аптека. Аптека рядом мы открылись, написано. О, смотрите, какая вывеска здоровенная. Это у нас улица Октябрьская, 21. 21. Так, дальше проходим. Вот это вот у нас военкомат, здание, призывной пункт. Не, а военкомата. То есть вот сюда вот, если у вас мужчины ходят обычно на учет, становятся вот в это здание. Тут у них архив и все дела. Дальше гуляем. Красиво у нас, да? Хорошо все-таки, когда вот такая погода минусовая и ничего не тает. А то там где-то оно то выпадет снег, потом тает, потом это слякоть, потом лужи, потом еще что-то. И это оно все же все впороло. А у нас оно как замерзло, так и замерзло. Холод единственное, что только. Так, с этой стороны у нас здание тут, по-моему, ну сейчас с той стороны видно будет учреждение здесь, а с этой стороны супермаркет Айгуль и еще куча. Короче, здесь торговый центр целый. Вот подходим к перекрестку. Интенсивный перекресток, это улицы Аюнского или Пояркова. По-моему, она вот здесь вот Аюнского, а там дальше Пояркова. И улица Октябрьская. Вот. Там по диагонали автовокзал. А вот это вот, здесь 1000 мелочей был когда-то, кто помнит. Но сейчас вот вместо него вот такое здоровенное здание построили. Гигантское здание. Вот его вот что-то вообще лет 10 строили, что ли. И вот до сих пор еще его открыть не могут. Не знаю, в чем проблема, но много народу на переходе стоит. Так, разворачиваемся. Вот это улица Аюнского, туда дальше идти, в сторону федерального университета СВФУ. А здесь торговый центр Октябрьский. Ну, там магазины всякие, одежда, еда. Таким вот образом. Так. Можно переходить.
нам тут перейти-то, а? Вот посмотрите, как шлифуют машины дорогу. Конечно, надо шипованные шины, чтобы более-менее адекватно ездить по дорогам. То просто можно не уехать никуда. Или приехать не туда, куда хочет кого-нибудь. Вот такой, видите, снег лежит на столбе. Холод. Тумана сейчас нету. Вот этот дымок, это то, что машины нагазовали в основном. Так, пошли вон, все, пошли. Светофор умный, еще с предупреждением. Поэтому перешли, нормально, благополучно. Так, теперь давайте вон автовокзал. И мы туда перейдем, к автовокзалу. И еще раз показать. Вот это здание 1000 мелочей, которое построено уже 10 лет. Оно все не могут его никак вести в строй. Так мы перейдем дорогу. И вот пройдем в сторону автовокзала. Да, она говорит, что зеленый сигнал и можно переходить. То есть можно так вот. Дополнительная такая подстраховка для пешеходов, чтобы они пошли вот именно тогда. Ну вот все, автовокзал. Ну, и здесь указатель. Вот такой вот, да, объектов. Вот Никольский храм, допустим, сколько до туда? 350 метров. Музей Хамуса 550 метров. Так, это такое. Бриллиантовый цирк Якутии 650. Плавательный бассейн Челбом 150 метров. Вот вывеска такая. А здесь вот построены на территории привокзальной вот такие вот помещения. Дом такой. Здесь магазины и еда у нас. Ага. Так, почитаю комментарии. Рукавицу снимать. Так, тут какое-то радио говорит, он там рупор. Предупреждение. Задолженность по кредиту. Да, если вы кредит набрали, то вам, конечно, надо задолженность. Ну, не задолженность, его платить. Так, вот это здание здесь тоже магазинчики всякие. Так, а здесь у нас разные магазины. Вот тут в частности продаются. Это для художников, я так понимаю, всякую всячину. Заготовки краски и так далее. Даже какая-то голова Аполлона. Если нам нужно поставить, купить, поставить. Ну, остановка теплая. Ну, тут же можно деньги, рост деньги, занять денежки, быстро займ сделать. И здесь остановка автовокзала. Ходит несколько автобусов, 8, 4, 40, 21. Так. И вот там тоже остановка напротив. Так. Шаурма Экспресс. Что вот здесь на привокзальной площади мы имеем, да? Шаурма Экспресс. Мы открыли. Куры гриль 400 рублей. Вот у них можно туда зайти. Тут музыка какая-то интересная играет. Так, в этом 7 шагов продукты. Шаурма тоже. Так, ну что, давайте туда все-таки зайдем. Давайте рыбу продают. Или прямо рыбу, да? А чем, да, у вас?
А когда выловлен он? Подлетка? Да, подлетка, да. А, В ноябре ловили, да, или когда? ноябрь, декабрь. Ноябрь, декабрь, да? А, Это по 900. А сколько рыбка такая вытягивает? какая? Ну вот такая вот одна. Вот такая, да? Да. Ну где-то 2000. Так. Две, да? Две. А это тоже все, да? Сапур, телек. Ага, спасибо. 2000, короче, на рыбку. Тут музыка, кстати, интересная играет. Ну, вот мы зашли, это автовокзал. Птичка вон, видите, да? Отапливается. Что-то они там выпекают. Кухня у них. Так, ну это вот, собственно, самый автовокзал. Но дальше тут сверху не надо. А, нет. Есть. Температура меряет. Даже заходить неохота, слушайте. Что-то у меня. Да. Так, посмотрим. Проверяют, нет. Так, это... Так, здесь касса диспетчерская. Автобусы. Вот автобусы. Режимы расписания разные. Автобусы отсюда. Короче, вот здесь вот можно узнать. Или билеты купить, я уже не знаю. Но билеты, по-моему, прямо в этих продают. В автобусах. Там билетер обычно. Так, а здесь что у нас? А здесь кафешка. Кафешка. По центру сделаны. Здесь раньше лавки были, а сейчас здесь сделали такую торговые точки. Сплошные. Книги местного издания, издательства. Можно прикупить. Очки. 780 рублей, 1000, да? Это готовые уже очки. Хотя на рынке их можно за 500 рублей купить. В китайском рынке. Ценности какие-то. Здесь можно серебро, да, это изделие из серебра. Так, а там что, там кафе. Раньше там, помню, столовая была, вон там наверху столовка. Ходил туда, кушал. А сейчас там кафешка. Тут книжки, да? Книжки можно взять. Все, кстати, местные, все книги тут продают. Так, я понял, что ли? Да, вот даже детские есть. Книжки. Вон, чай продают, саха-чай. Мамах, князь. 200 рублей такая пачка. Саха-чай. Такие вот разные. И литература вот детская есть. На якутском языке. Так. Аппарат. Вот этот любимый по вытаскиванию мягких игрушек. Сколько стоит? 10 рублей. Нормально, в принципе. Не так дорого. 10 рублей. Так, а тут что у нас? А, вот здесь можно банковскую карту. Эту, не банковскую, а эту проездную карту купить. Мне, кстати, надо купить карту. Здесь купить или когда ее купить? Мне интересно, деньги есть? Ладно, потом.
Остановимся на стриме. Так, вот здесь вот проход. Магазины какие-то. Фрукты, одежда, белье. Луковицы, как мои, сколько они стоят? 500 рублей. Ну да, тут бы дороже, чем где-то там на рынке брать. Там за 300 можно или за 250 даже купить. Так, газа. Здесь, по-моему, туалет был. Ага, туалет. Платный туалет, здесь ремонт пробовали, золотник. Здесь где-то диспетчерская вода. Диспетчерская вода. Это здесь скиф. Продукты. Алло, Марина, здравствуйте. А вы где сейчас? В автобусе? Так. Одежда. А, вот тут диспетчерская стала. Вот тут, по-моему. Здесь одежда. Так, ну и тут выход. А, вы вышли? Ключи. Вы в автобусе сейчас. Вот это что ли? А, Тут же выход ну был вот всё я время. вот выхожу с автобуса. Ага. Здесь выход уже во внутреннюю часть, где посадка идет. И вот здесь вот автобусы. Место для курения, вот здесь вот отдельное у них сделано для куряк. Забирают. И вот здесь вот непосредственно уже вот эта зона, откуда автобусы едут. Ну, в летнее время, конечно, тут еще дачные автобусы, поэтому здесь более интенсивное движение. Вот там раньше можно было пройти, а сейчас там забор сделали. И тут пройдешь, там ворота открываются только для автобусов. Вот так вот. Все перекрыто. А раньше можно было так вот свободно проходил туда. Теперь только вот через здание вокзала можно автовокзала пройти. Вот такая площадь. Здесь так. Давайте зайдем обратно. Ну, это еще один выход на территорию, где автобусы паркуются. Проход через решетку. Тут еще какие-то магазинчики. Еще магазин. Все подряд. Только тут нету. Все подряд тут продают. Что хочешь, карта даже игральная есть. Все это китайское. Наверное, салон. Магазин подарки. Да, похож на то же. А тут у нас продукты. Так, а здесь Евросеть, по-моему, что ли? А, это связной, да? Магазин. Раньше здесь Евросеть была.
Чуть дешевый какой, 11. 52 тысячи всего по акции. Вообще копейки. Вообще даром. Вообще так заходи и как семечки покупай. Iphone 11. Погрели. Камеру погрели. И выходим. Так. Вышли. Читаем комментарии. Так. Так, почитаем. Сегодня тепло. Детский мир игр, мульт сказок. Привет. В Крыму и Краснодарском крае такая зима с октября по апрель, осень, снег очень редко и не каждый год, а вот дожди это, пожалуй. Ну да, вот такая зима. Непонятная зима. Не то, что у нас вот зима, так зима. Холод, так холод. Указатели прямо как в Крыму. Да, они вот такие стандартные по всей стране, я знаю. Такие дощечки какие-то. Ну, стандарт какой-то определенный, видать, принят, и вот их размещают. Так, никогда не связывайтесь с займами этими. Да, проценты у них без... Ну, так людям надо, вот до получки там на неделю, на 2 занять, вот и бегут. Что теперь? Жить-то же на что-то надо, кушать. Если вам кушать нечего будет, вы на эти проценты согласитесь. Струганинка есть. Ну, струганинку, ну, берете, вот чир покупаете, вон они там внизу стоят, да? Покупаете. Подлетка это получается ноябрьская, декабрьский отлов. И все, она пока мерзла, и ее это строгаете. И там маканину делаете, соль, перец и подводочку желательно. Быстренько ее съесть, пока она не потаяла. А то потает, и уже не тот смак будет. Ее быстро режешь и тут же это самое в рот. Так, что там еще написали? Так. Да, займы эти по всей стране, в каждом городе на Украине то же самое. Ну да, что-то выгодно людям. Так, я сам рыбачу, езжу, покупаю дорого. Ну да, рыба дорогая. Вот рыбка 2000, ага, одна так. Чир такой более-менее, ага, 2000 стоит. Там с учетом того, что 600, там 700 рублей килограмм. Так, рыбалка это класс, да. У вас как транспортные карты называются? Они так и называются, проездной билет, по-моему. Но они разные, они есть вот эти социальные всякие, есть для пенсионеров, есть для детей там, которые многодетные тоже дают. Елена Плеханова, я просила мой дом рядом с вышкой. А, там, да? Понятно. Ну, я уже там прошел, это автовокзал. В Башкирии транспортные карты Алга называются, переводят с башкирской вперед. В Севастополе карты ЕКГС, единый городская карта. Ага, понятно. Заборы у нас любят ставить. Да, когда-то там рынок был. Да, вот здесь вот был рынок. Вот на этой территории такой мини-рынок. Раньше, да, много таких рынков по городу было. Музей Юринского рядом. Да. Ну там я вот снял немного те места. Но там внутрь квартала я не заходил. По дороге просто иду. Сейчас дальше пойдем. Так, ну что. Идем по лестнице. Вот как-то идти. Люди укатали уже. Особо охраняемые природной территории нашей природной. Интересное радио. Личные и наличные. Тут еще займы. То есть я так понимаю, точка такая здесь популярная. То есть люди приезжают и сразу могут денежки занять. Вот до 40 тысяч без страховки. Так, а тут еще магазинчики. Цветочки, цветы. Такие разные подарки, я так понимаю.
популярное местечко, да? Святой. 24 часа у нас. Так, ну вот это вот здесь, смотрите, у нас расстояние до Махтагалока и Сита, ну вот отсюда вот какое расстояние, допустим, до Нерюнгри 810 километров, до Тамота 469, до Мирного 1172, Верхневилюйска 662, там Камгалассы 43, Арту-Дайду 50, что ли, километров. Сунтары 955, Нюрба 788 или 6, Майя 52 километра. Так, Кулагина 30 километров, Намцы 84 километра. Вот здесь еще вот такая вот, как это сказать, Якутск вывеска, да? Вот то, что вы в Якутск приехали, тут выходите и Якутск, пожалуйста. Вывеска. Цветы опять. Вот сколько здесь цветов продают. Цветы, оказывается, популярны в городе. Так, а с той стороны вон то здание, ну тут у них это самое, поскольку этот автовокзал, стратегический объект, тут у них просто, вон смотрите, там забор, да, смотрите, там забор выдвижной, и здесь вот эта вот палка-то, которая опускается, просто так не пройдешь, двойной шлагбаум, вот так вот здесь все защищено. А раньше можно было ходить со всех сторон сюда, и Зырянов, ну у них кулинарка, выпечка разная, вот торгуют, очень популярно, конечно, на вокзале, когда кто-то едет, можно взять какие-нибудь изделия мучные, пирожки там. Опять лавка для творчества. Там была лавка и здесь лавка для творчества. Смотрите, одни лавки. Сколько у нас художников, оказывается, в городе. Очень популярные. Причем, если зайти, там же все не дешевое, все эти вот краски. А что-то посмотрел, все сотни рублей. И поэтому вот второй магазин. Раньше здесь, по-моему, акварель была. Магазин. Здание вот это, да? Там торговый центр находится какой-то. И Сбербанк. Вот очень большой офис, вон там Сбербанка. Просто обалденно здоровый. Так, здесь какая-то площадка. Для парковки машин. Ну и все, сейчас мы будем переходить. Тут какой-то канал. Вот здесь вот канал. И вот сейчас мы через него перейдем. А мы поднимаемся на горку. На горку. Раньше здесь вот был магазин промтоварный. Ну, деревяшка такая одноэтажная. Так, по-моему, назывался на горке. Прямо. Популярное место было жителей. Раньше-то магазинов не так много было, как сейчас. Сейчас в каждой подворотне по магазину. Раньше магазины, ну, были сейчас, но не так, как сейчас. В принципе, сейчас зачем их стоит, непонятно. Так, ну вот перекресток улицы, это у нас улица Горького. Так, мы зайдем вот магазин этот на горке. На горке зайдем. Посмотрите, транспортная ситуация какая у нас сейчас. Вечер. А вот если там снимать вдалеке, вот там вот, это большое здание такое Челбун. Челбун, бассейн Челбун. Недавно построили его. Так. И переходим в улицу. Потихоньку. Сейчас заскочим сюда, погреем телефон. Смотрите, у них тут елочки такие, деревца вот эти вот оригинальные, да?
выходим. Аренда помещений. Ну вот они понастроили вот этих вот зданий коммерческих. И не знают, куда кому их сдать. Площадей очень много. Остается по городу. Что там пишите? Счет. Забор у нас любят, да, любят. Когда-то там рынок был, да, музей Юнского рядом. Совершенно точно. Так, 50 минут идет. Стенчик. Давайте выходим. Тут нужно еще постоять. Там торговый центр, сидит какой-то человек, проверяющий, видать, QR-коды. Опять ничего. Вроде бы кончилось и опять ничего. Напасть-то какая, а? Ладно, не будем вспоминать про плохое. Надо думать о хорошем. Так, давайте идем, шлепаем. Так, сейчас мы на эту сторону перескочим с вами. Вот тут Никольский собор находится. Никольский собор, церковь. А поскольку это такая вот высокая точка в городе, да, раньше же на высоких точках ставили церковь, и обычно был погост, какое-то кладбище. Ну, поскольку его не затапливало, у нас тут река Лена, она же разливалась, соответственно, и топила тут чуть ли не полгорода, естественно. Все вот эти вот кладбища, они строились где-то на возвышении каком-то. Церковь, соответственно, рядом была. У них тут такая территория, там полмагазинчик, в котором они своей этой выпечкой торгуют. При церкви, по-моему, ну, вот, готовят они там хлеба свои. Так, вот он, типа сделан этого, как называется, типа строго, Якутского, вот. И там, как он называется, праздника Светлой Пасхи. Магазин. По-моему, все подряд. Ну. И пироги рыбные. Открыта хлебная лавка. Хлебная лавка, да. Это вот при церкви магазинчик. Так. Сейчас сюда зайдем. Вот он сам Никольский храм. Построен он еще до революции. Такое здоровое большое здание из камня. И причем вот оно, смотрите, построенное, оно ничего что-то не падает. У него вот этот фундамент. Странно почему. Вот эти все, тут и колокольня есть. Обычно все вот эти старые строения, они уже все разрушились, как бы фундамент у них, а оно стоит вот нормально. Здесь, смотрите, какая архитектура такая классическая. Здесь вот могила, я вижу. Так, и что там написано? Что написано там? Я ничего не вижу. Без очков. Ну, какой-то знак охранный. То, что это. И вот смотрите, что мы здесь видим. Что мы здесь видим. Это вот этот вертеп. Вертеп. Здравствуйте. Картер 2000. Минус 31 сейчас в Якутске. Да, минус 30, да. Минус 30, 33, так где-то. Вертеп сделан. Смотрите, как оно все выглядит здесь. То есть вот это вот сооружение из снега. Из снега. Вот наконец-то я увидела торец его дома. Хорошо. Вот смотрите, какой тут во дворе Никольского храма вертеп построили. Вот так обложили все это из снега. Тут ветки вот
елочные, да, елки, игрушки даже видно. Так, и вот здесь внутри вот такая обстановка. А там наверху Вифлеемская звезда светится. Ну да, здесь оригинально. Если вот... Так, ну ладно, заходим. Так вот здесь все сделано. Соломой выложено, смотрите, да? Ну, сейчас уже как бы праздники прошли, и здесь получается, что мы как бы внутри находимся вот этой снежного дома. Представляете, вот так вот люди где-то чукчи или кто там живут в таких домах снежных. Вот мы сейчас внутри такого снежного дома находимся. Тут цветы. Вот интересно, гирлянды у них. И выходим вот как раз напротив. Здесь сам храм. Да, конечно, интересно сделали они, необычно. То есть вот эту звезду вообще на такой как бы палки туда повыше сделали они, да? Вот так вот. Интересно, а сзади там что у них? Нам же все интересно посмотреть, да? Сзади что? Сзади ничего, по-моему, да? Ничего. Сзади ничего нет. Сзади ничего. Вот у них такая территория. Такая территория. Вот люди туда проходят. Крещение у нас сегодня 21-го, 19-го было, но все равно как бы еще. Так. Ладно, давайте я рукавицы одеваю. Сюда не заходил. Звери такие солидные. Нарисовано. Нельзя, не буду это заходить туда. Людям мешать. Так, ну и здесь вот интересно, у них вокруг церкви, так как в лесу, смотрите. Эти вот ели. Ели. Классно, да? Необычно как, да? Как в сказке. И там вот вертеп, ясли, где родился Иисус. Туда я уже заходил.
Поэтому можете посмотреть в этом стриме. Снял внутри, интересно сделано. То есть это как бы дом из снега. Дом из снега. Еще у нас есть церковь на улице Ушакова. Там тоже делают вертеп. Там, по-моему, женский монастырь даже находится в Якутске. И еще есть мужской монастырь, где музей Ярославского, по улице Ярославского. Там, я не знаю, делают вертеп, не делают. Да, еще делают вертеп, где католический костел по улице Курашова. Там тоже делают маленький такой вертепчик. В этом году не знаю, они делали, нет. Так, ладно, давайте все, идем дальше. Это улица Горького. Это магазин на Горке. И проходим сюда. В сторону улицы Лермонтова, и там Палладиум будет у нас. Палладиум. Торговый центр такой большой. Так, нам надо что сделать с вами? Поскольку уже здесь мест никаких таких нету, куда можно зайти и погреться, да, то мне надо быстренько дойти до этого, там немножко погреться. А то просто-напросто телефон у меня вырубится. Так, ну вот улица Октябрьская, здесь вот эти жилые дома тоже, КПДшечки пятиэтажные, времен 80-х годов постройки. Так, идем дальше. Ну, а тут забор, ничего такого. Тут территория церкви как бы. Тут у них высажены какие-то деревца, лужайка. Ну и еще немного. Так, а тут мы видим вот этот вот жилой дом уже, он более поздней постройки. Это уже 2000-х годов. Здесь всю улицу Лермонтова застроили. Тут были деревяшки, двухэтажные деревяшки, все их сносили. Там осталось только пару, по-моему, всего. 22 таких. Или одна всего. Или две, по-моему, деревяшки остались в этом районе. Что-то ждут. Так, здесь, короче, вот такой скверик есть. А там он дальше. Так, я вообще снимаю, нет, сейчас посмотрю. Так, вот наконец-то я увидел. Ага, хорошо. Леонид Лобанов. Раньше жили родственники, здесь дома давно нет. На территории церкви. Ну да, вот здесь вот были дома там рядом. Вот эта церковь Никольская церковь, там сейчас мы только были. И вот там по этой улице, как она, Тургенева, по-моему, называется, были такие барачного типа дома. Их снесли, и сейчас там школа, еще какие-то жилой комплекс, поэтому их уже не осталось. Что, фокус-то куда гуляет у меня? Давай, настраивайся, нормально. Вот, да, они. Так, и теперь мы идем, короче, на улице Лермонтова. Вот это уже будет здесь переход рядом. Тут интенсивный такой перекресток тоже. Много транспорта. Тут еще постоянно скорые проезжают. И вот с таким они, естественно, с мигалками, с сиреной вот, едет. Потому что там областная больница здесь недалеко. Республиканская больница, вернее. И
Постоянно вот эта скорая здесь ездит. Ездит скорая. Так, даже хотим тут перейти. Вот это Палладиум, торговый центр. Палладиум. Вот такая движуха, видали, да? А пробка, вон, смотрите, встала пробка. Сплошная пробка встала. Видали, да? Ё-моё, вон до туда. Что случилось? В чем дело-то? Так, переходим. Здесь меня пропустят. Родители. Так, никак для пешеходов зеленый свет. Всё. Сейчас туда надо зайти. Поскольку телефон уже стынет хорошо. И нельзя такого допустить, чтобы он промерз. Иначе аккумулятор просто вырубится и все. Так. И вот у них площадка такая. Много-много-много-много-много машин. Перед этим Палладиумом. Ну, елка. Почему-то она не светится у них. Экономят электроэнергию, что ли? Непонятно. Или может гирлянды перегорели. Ну, как всегда, вот красная ковровая дорожка у нас постелена, все вроде неплохо. Так, а тут есть? Маховик. Проверяют, да? Воркут. Так, у меня в бумажном вариантике. Где он? Ну, что подходите? Царство света. Царство света. Так, вот тут надо встать, чтобы телефон лучше прогрелся. Больше какая, смотрите. Ё-моё. Сколько же они за электричество тратят за сутки? Так, что тут еще есть хорошо. Тут магазины. Еще интересно. Здесь есть лавочка, можно посидеть. И фонтанчик вот такой вот. Водяная, да? Вода. Еще вода. Текет вода сверху. Прикольно. Немножко журчания воды вон. Прикольно, да? Так, можно тут посидеть. Немножко. О, вот посидеть можно. Мужики продают в магазине Самура. Раньше родственники жили, а здесь давно дома нет, на территории церкви.
Понятненько. Так, ладно, что я сижу-то? Темно-то. Хуже нет. Еще у них рождественское новогоднее работает. Работает. Ну, могу прокатиться. Далее, да? А тут там аудиоцентр. И тут магазины. Куча. Большая площадь, поэтому они QR-коды проверяют. Унитазы, сантехника, Марсель. Тут что, плитка, подложка. Что-то такое уклонно-строительное, да, здесь? Двери там на первом этаже. Маэстро. Плитка и дизайн. Шторы, гардины продают. Столешница из камня. Ух ты. Ни черта себе. Сантехника. Так. А это обогреватели, да, разные бойлеры. Обогреватели, нагреватели. А здесь все мадон мебель. Тут какая-то мебель, да? Делают дизайн. Понятненько. Сантехника. Ну, это альтернатива маленькая строительному рынку. Обычно кто себе что-то хочет такое, ремонт делают. Ему надо на строительный рынок шуровать. А строительный рынок, он находится... Так, как мы еще можем раздеться? Можно. Смотрите, что-то тут все в греческом стиле таком. Типа фрески, да? Фрески. Далее, да? Сколько тут этажей-то в этом палладиуме? Что-то людей вообще не видно. Там жизнь есть на первом этаже, а здесь уже что-то все так чахло. Редкие посетители. Кухни. Ух ты. Что тут? Смотрите, какое кресло. Гарда. Кухня. Вон, смотрите, какая кровать. Шикарная кровать. Вот там. Вау, дизайн. Ну все тут, ага, строительное, дизайнерское. Бесплатно. Такие разные. А это продается, да, кровать у вас? Кровати у нас нет. А, нет, да? А у вас просто это сеанс можно, да? У нас кресла продаются. А, кресло, да? Да, кресла, напитки. Вот эти массажные, да? Да, массажные кресла можно купить. Спасибо. Кресло массажное. Кто хочет там за 100, 200, 500 тысяч вот сюда. Там даже ценник не указан. А, микрофон. Зачем, непонятно. Ну, короче, я так понимаю, здесь заточка, да, такое все для дома. Там вообще какая-то дискотека идет. Так, здесь тоже в таком духе, опять в греческом стиле. Картина. И куда мы забрались с вами. Самый верх. Оп, давай, работай. Раз.
Вот они. Едем наверх. 6 смотрит, 14 лайк. Спасибо большое. Я помню, все, мы на самом верх приехали. Еще у нас лимон. Бильярд. И что-то еще здесь такое. Фитнес-центр. Что понял. Фитнес. То есть, если вы хотите, здесь какой-то магазин, да, соответственно. Все понятно. Все понятно, что там положено. Спускаемся. Вот в чем самый прикол, то что вверх на эскалаторе, а вниз надо вот так вот идти пешочком, пешкодрапом, так вот, пешкодрапом, вот так вот. Ну, подниматься, не спускаться, всем понятно, что это за... Ну, там еще елка у них горит, смотрите, новогодняя. Сегодня какое, 21 уже. В принципе, уже все вроде, все праздники или еще какие-то будут, я даже не знаю. Так. Ремонт. Все, спустились. Выходим от себя. И вот тут елочка. Все, вышли. Наконец-то на чистый воздух. Если его можно в кавычках назвать чистым, потому что здесь, смотрите, что творится. А когда на консерву обзоры будут, детский мир игр, мультиков, сказок. А что, вам сделать на консерву обзор? У меня есть консервы, да? Можно как-то... Я не думаю, что это особо интерес вызывает, да? Ну, можно как-то сделать что-нибудь такое, если вам это интересно, тоже попробовать какие-нибудь консервики, такие дорогие, доступные. Так, вот это вот тут перекресток, улица, вот это улица Октябрьская, вот смотрите, улица Октябрьская, вот это вот. Да, у нас вот она туда уходит вдаль. Это улица Октябрьская. Вот она, улица Октябрьская. А это улица Лермонтова. Улица Лермонтова. Вот это перекресточек, такой интенсивный. Здесь смотрите, сколько транспорта. Ужас! Ужас! Куда я попал? Ага, обязательно, мы же покупаем. Раньше же весь январь холодный был. Или ошибаюсь, что-то рановато стало теплее. Ну да, в этом году теплее, да, в общем сказать, что и декабрь был теплее, чем в том году. И январь, да, тоже морозы не такие крутые. Раньше, в том году за 50 градусов, минус 50 было очень... часто. А в этом году вообще что-то не было. 50 градусов было, по-моему, один раз. В Якутске минус 52, что ли, вот так вот. Температура самая минимальная, которая была вот в декабре месяце. А сейчас уже 30 вот градусов. Поэтому можно посмотреть. Посюда я спустился по такому спуску. И тут надо быть особо осторожным, потому что вот это вот наклонная, здесь площадка такая, машины ездят, все накатано до жути. Вот такие вот бугры какие-то здесь. Вот такие вот бугры, все накатано. Машины, наверное, шипованная резина у всех, поэтому так просто здесь не поездишь по таким дорогам.
Все ледяное, все накатанное. Каток. Можно смело взять коньки, и можно на коньках вот так вот до дома. Верно-то. Смотрите, сколько здесь транспорта. Ужас. Ужас. Самолет взлетает какой-то, слышно. Слышно, у вас самолет летел с Якутского аэропорта. На взлет пошел. Посадка-то с той стороны, а взлет у них обычно над Якутском, в сторону Якутска. Не над Якутском, конечно, он там немножко берет в другую сторону. Над сопками больше летит. Взлетная вот это у него. Взлетная как дорога, да? Они же все самолеты по каким-то маршрутам, строгим дорогам летают. Просто так она, самолет где попало лететь не может. Так, а здесь что у нас? Здесь теплые гаражи. Вот здесь вот теплые гаражи, туда что-то машин транспорта. В той стороне, кстати, находится вот еврейское и татарское кладбище. Вот здесь вот. Тут у нас спортивный комплекс Иляй-Балтур, где ледовый каток. Теплое гаражи, как машина выезжает, тепла. Ну, содержать, конечно, или в аренду брать теплый гараж, это не дешево. Так, вот он, Иляй-Балтур. Ледовый дворец, Ну, а с этой стороны, вот если вам показать, тут были раньше деревянные дома двухэтажные. Ну, вот их посносили и построили вот такие вот дома. Уже по 10 этажей и выше. Вот он. Ледовый каток здесь находится. Здесь же находится, кстати, в Якутске есть футбольная детская команда. Как они называются? Вот они здесь тренируются. Якутская ледовая команда. Хоккейная, вернее, господи, что я говорю, хоккейная команда. Иляй-Балтур, ледовый дворец. Вот там приходите, денежку платите. Сколько там, я даже не знаю. За прокат катков сейчас берут. И, соответственно, берете эти коньки, можете со своими прийти. Тогда у вас будет дешевле. И можно всю зиму ходить сюда. На коньках кататься. Так. А так в основном вся масса людей, ну, молодежи, она катается на коньках у нас только в марте месяце, наверное. Март месяц, когда уже потеплеет, когда зачистят дороги. Дороги, когда зачистят, тогда... Ой, не дороги, лед зачистят. Я говорю, лед зачистят уже. Уже что-то заговаривались. Так. А это вот здесь вот спортивный, стадион здесь вот. Стадион. Видно, да? Так, все, приходим здесь. Выходим. Ну, хотя тепло относительно, да, но туманчик здесь наблюдается небольшой, но это все от машин вот этих вот. Движение здесь постоянно в течение всего дня. Я не знаю, вот как каждой машины шлейф этого дыма. И, конечно, вот эти жильцы этих домов, они кроме того, что вот испытывают
этот шум, да, шум от машин, да, у них там. Ну, хотя окна глушат, да, но все равно они, какую-то часть звука, оно все туда проникает в помещение. Ну и главная опасность, это, конечно, вот эти вот ядовитые выхлопы машин. А вот все это туда вверх. И получается, что люди, они не очень в чистом районе находятся. Да, ну. Поэтому если брать жилье, то, конечно, не на дороге такой интенсивной, а где-то в глубине. Тем более платить такие сумасшедшие деньги там. Потом оно летом все, знаете, все такое будет черное у них. Черное от этой копоти. Машины тут всякие, и грузовики ездят. Здоровенно. Они еще пыхтят, еще такой зараза от них выходит. С этих грузовиков дым такой жуткий. Там они соляры или чем-то. Все это вот, оно поднимается. И город, конечно, в городе хорошо жить, в смысле, все есть, да, то есть там без проблем можно решить кучу проблем в городе, но, к сожалению, приходится платить своим здоровьем за отравленный воздух. А в селе жить там сложнее. Если вы не селянин, если вы там не живете, как бы, исторически, да, там ваши родители там не жили, сложнее. Поэтому все едут в город жить. Вот города забиваются людьми интенсивно. Ой, сколько, смотрите, это с рынка транспорта сколько, смотрите. Кошмар. Машина на машине. Так, здесь стадион. Вот этот Туймада. Олимпийский. Здесь праздник. Здесь памятник известному, так, кому? Тарский Николай Николаевич, видный государственный общественный деятель, основатель физкультурного движения Якутска. Вот это вот памятник. И здесь вот это вот большая такая, первый раз к ней подошел. Это вот такой экран здесь стоит, и он работает постоянно. Ну тут реклама какую-то. Рекламу. Неправильное устройство и неправильная эксплуатация отопительных печей частая причина пожара. Это там в сторону парка культуры и отдыха движемся. Но я не буду туда заходить, честное слово. У меня нет желания, там нет тут где погреться. Сейчас мы вот, это Комсомольская площадь здесь вот, потому что он там памятник комсомольцам стоит. Тут еще какой-то дрифт, смотрите. О, ё-моё, смотрите, что творится. О, вы видали, да? Дрифтеры. Что, действительно тут что ли дрифт? Или это он просто так немного размялся, да? Я знаю, дрифтеры эти где-то, они на каком-то озере рядом с Якутском. Хотя тут такая вот территория, что все тут вот в этих колесах. Да, действительно, они тут, видать, что-то кружится. Ну, короче, эти дрифтеры где-то отдельно, у них там свое озеро, они его зачищают, и они там дрифтят. А здесь-то вот эта зона, она небольшая. Зато здесь есть у нас елка. Вон там елка, видно, да? Сейчас мы к ней подойдем поближе. Вон колесо обозрения. Новое колесо обозрения. Поставили его года 2 назад. Я так на нем и не прокатился. О, собака бегает. Смотрите, собака. Собака. Не пойманная еще зоозащитниками. Короче,
в Якутск приезжали зоозащитники с Липецка. И они, соответственно... Так, давайте мы с вами почитаем. Ага, смотрели, инспектировали. Как приют, собачий приют, как в Якутске. Ага, ну, сказали, что все нормально, что собаки находятся в тепле, их кормят. Вот эти, которые отловленные, очень красиво вечером города Якутска, да. Жалобы были, что тут шумят. А, да? Ну, наверное, да. Вот этот памятник комсомольцам. Вот они там. Раньше он немножко в другом месте здесь был, а теперь его вот сюда перенесли. Вот здесь. Вон там колесо обозрения. Летом оно будет крутиться. Сейчас, конечно, колесо обозрения нафиг никому не нужно. Там ни один аттракцион в парке не работает. Да вообще все лето вообще тоска была. Из-за этой пандемии ничего там не работало. Ни один аттракцион. Ну, по парку-то можно было гулять, как бы, да, но вот это все аттракционы не работали. Вообще, тоска, конечно. Здесь вот какие-то эти, смотрите, это что так, шоце такая. Так, они до сих пор тут, липецкие заявки принимают на отлов, вроде надолго они собрались. А, да? Ну да, возможно. Я там кратко прочитал новость про них, что они приехали, типа, проинспектировать, что как. О, вот это вот, смотрите, это герои какие-то. Герои сказок, да, из снега. Я уже не знаю, что за... Там я вижу птица какая-то наверху. А это панда, все понял. Там птица. Это мультипликационные герои. Вот и смотрите, их со снега сделали, да? И покрасили еще краской. И вот так вот оно получилось все. Прикольно, да? Вот там памятник этим комсомольцам. Комсомольской... Ух ты! Я как этого я не видел, а? Видишь? Давайте подойдем. Смотрите, это что такое-то, а? Это же что-то изо льда здесь. Я не видел ни разу. Открытие, представляете, сделал открытие. 100 это или что это такое? Что это тут? Подсветочка изо льда, смотрите. 100. А что за 100? 100-летний юбилей республики будет, потому что в этом году вот это 100 здесь. Вот так вот они. Как их писать-то? Вот так вот. 100. Давайте уж обойдем тогда. Ну что-то какая-то здесь разруха, я смотрю. Вот либо недоделано, либо что это. Так, здесь подсветки. Сзади вот так вот просто лежит. Ой, боже мой, чуть не упал. Ё-моё. Ну, смотрите, как тут все сделано. 100 лет республики. Образована была в 1922 году. Тогда она называлась Якутская автономная советская социалистическая республика. А сейчас республика Саха-Якутия. Так, вот. Там вон елка. Еще проход какой-то даже. И вот эти глыбы ледяные, они тут просто вот так вот накиданы. Что-то непонятно. Ну вот, смотрите, какая тут тоже селфи-зона. Можно сфоткаться. Вот, давайте, вот, смотрите. Ох ты! Ё-моё-то! Смотрите, какая красота! Я, оказывается, в Якутске еще мало где был. Не все снял. Смотрите. Тут проход. Вот такой навес светящийся. Сделали. Все видали, да? Вау. Доделывают. А уже что, праздники-то кончились. Уже. Смотрите. Вау. Гирлянды. Так вот проходишь, и тут елка тебе. Елка. Сейчас я развернусь. Вот торговый центр Айсберг. А вот так вот проходишь, и вот здесь вот вандалы, думаете, да? Ну, тут особых вандалов нету. Может, дети
Единственное, что какие-нибудь играли что-нибудь. А так-то сейчас что-то я не замечаю, чтобы какие-то вандалы специально ходили, что-то ломали там. У нас не наблюдается. Тем более зимой. Ну вот и елочка вот она здесь. Во всей своей красе. Да. Новый год в Якутске не кончился еще 21 января. Смотрите. Шикардос какой. И холодно, и минус 30, и снег, и елки. Ух, как она замерзла-то, а, смотрите. Все такое замерзшее, промерзшее. Красиво, да? Давайте поближе, вон игрушки есть. А, нету игрушек, не показалось. Смотрите, все как оно шикардозно смотрится. Все замерзло. Вау. Класс. Класс. А почему-то на елке ни одной игрушки нет. Просто вот гирлянды так навешаны и все. Ну, может она не, потому что не популярная, тут как бы до сюда дойти надо, в мороз не всякий захочет идти сюда. И здесь вот еще сооружения, вот эти вот снеговые сооружения. Смотрите, это у нас осел, Винни-Пух, тигра, да, тигра. Опять же, пятачок. Ну, сами догадываетесь, с какой это мультика, с какого это скульптура снежная, раскрашена. Что это у него тут, сердце? Или это клубника? Вот он, смотрите, весь он замерз, бедный. И даже его отряхнуть некому. Видали, да? Весь замерз и окоченел. И так вот стоит и встал вот так вот от мороза. Бедолага. Так, ладненько. Дальше делаем панорамочку. Елочка. И вон там еще одна скульптура. А здесь вот вход в этот парк культуры и отдыха. Сейчас не будем туда заходить. Я не хочу даже туда заходить. Там погреться негде. А здесь вот этот Шрек. И тут кто-то. Кто это? Я не понял. Кто это здесь? Осел, что ли, какой-то? Голова осла, Шрек. Он тоже весь замерз, бедный. Смотрите. Ему не холодно. Он просто замерз и вот так вот застывший здесь стоит. Окоченевший. А что якуты тоже есть длиннорукие? Игрушки стырили, поэтому не вешают. Не. Кому нужны игрушки? Кому надо воровать игрушки? Просто, наверное, в бюджет не заложили и все. Почему-то. А так в городе в основном елки все с игрушками. Длиннорукие. В смысле длиннорукие? Это кто такие длиннорукие? Ну и вам еще немножко поснимать и пойдем мы дальше в теплое место. Ой, господи. Кот в сапогах. Кот в сапогах. А, да. Понятно. Кот в сапогах был. Ой, ладно. Все, давайте. Все. Камера. Телефон замерзает. Сейчас я быстренько проведу. Посюда. Так, идем в том направлении, где торговый центр Айсберг. Так, вот эти вот. До свидания. Все, попрощались, да, идем дальше. Вот тут вот эти магазинчики, да, вот эти вот стоят. Это там торгуют мясом, рыбой. Ну, прямо вот в них на улице. Так, и тут снежные вот такие вот горы, снега, снежные горы. Вот их тут несколько, этих снежных гор.
Там даже вот какая-то зона детская есть. Детская зона и для катания на этих досках или на роликах. Сугробы вот снежные здесь вот такие вот. Это, видать, с этой территории снег тракторами его вот так вот собрали. И вот он так сейчас здесь весь лежит. Вот еще там куча. Смотрите. Ну, салюты это уже последствия новогодних праздников. Сейчас, конечно, кому салюты нужны. Все, ладно. Эти времена прошли салютные. Вот такие горы снега здесь. Видели, да? Ну, может потеплее будет, что-нибудь из них делать, какие-нибудь горки для катания детей. Ну, вот этот торговый центр Айсберг. Смотрите, почему он Айсберг называется. Потому что он по форме напоминает айсберг. Смотрите, сейчас я вам покажу эту. Его угол. Вот он какой, видали, да? Ба-ба-бам. Вот так вот, как крейсер, как айсберг, да? Его можно было еще корабль назвать как-то. Оп. Такой это он остро заточенный. Прямо угол вот такой вот крутой. Так вот, да? Так вот хорошо видно. Смотрите, да, какая у него интересная форма. Так, все. Ну это вот это. Там я уже не буду ходить, там вообще ничего интересного нету. Там тем более еще QR-коды проверяют. Ерундистику показывать надо. Площадка здесь перед этим айсбергом. И рынок. Крестьянский рынок все-таки он называется. Потому что остановка здесь крестьянский рынок. Кто-то мне говорил, что продуктовый рынок и продуктовый крестьянский рынок. Здесь торговля идет всем подряд. Ну, на улице торгуют здесь мясом, рыбой. И собаки бегают здесь, как всегда. Как всегда собаки бегают. Но это, наверное, здешние собаки. И здесь уже собираются, потому что уже поздно, прилавки уже пустые. Ну, здесь мясо продают прямо так на улице. Кто не видел, вот так сразу можно взять жеребятину, свежий забой. Жеребятина, свежий забой. Кстати, вот этого тоже можно как строганину мясо. Хорошее. Вот вот эти вот прилавки рыбные здесь. Рыба. Так прямо на улице. Лим. Лим. 150. Вот даже за 100 карасики есть. За 150, за 200, за 180. Форель, горбуша, креветки. Там было 200. Середка пластами продается. Запушка 300. Кижич. Сколько здесь рыбы. Сейчас они уже, я так понял, они уже все деятельность свою здесь на улице кончают. Сворачиваются. Рыбный магазин. Уличный. Ну, все его снимают, кто может. Необычно людям смотреть на все это. Потому что, а там проход вот на территорию, собственно, закрытой части рынка. Вот там находится уже под теплом. Под теплом. Здесь какая-то гостиница, ресторан. И вот, собственно говоря, вот этот рынок. Прямо на улице. И холодильника не надо никакого.
Вот им каждый раз вот так приходится рыбу складывать, потом выкладывать. Ой, кошмар какой. Я как представлю такую работу, это ужас. Конечно, потом еще на морозе стоять. Потом еще на морозе стоять надо. Все это продавать. Вот ягода продается здесь. Брусника 450 килограмм. Вот у них прямо весы здесь. Весы вешают рыбу. Ну, тут елка еще, смотрите. Стоит елка. Кстати, вот тут игрушки есть. Игрушки. Смотрите, вы говорите, что игрушки, ну, вон тут игрушек полно, как много. Гирлянды уже выключили. Вот, всякое тут продают. Бери, не хочу. Вот сколько их дали, да? Вот так много. Все, выходим мы. Короче, выходим с крестьянского рынка. Сейчас я вам покажу ворота. Ну, здесь парковочная зона. Очень много здесь машин. Обычно. Ну вот он рынок. Крестьянский рынок. Вот так вот. 7 смотрит. Там кто-то написал. Давайте почитаем. Всех код сапога. Всех студентов на дистанционку отправили, кроме медиков. Ну да, их, наверное, медиков, этих студентов в этой больнице, нет, отправили работать, практику проходить до 1 марта. Круто. А я не замечал угол такой. Да, вот этот айсберг, он такой острый, интересный профиль. Ну все, вот это рынок крестьянский. И мы сейчас сюда топаем. Вот. Я чувствую, сейчас у меня телефон все уже промерз, я уже давно не заходил никуда. Сейчас стрим просто автоматом завершится, потому что у меня уже телефон замерз. Опять улица Лермонтова. Вот это. 3 полосы туда, 3 полосы обратно, 6 полос. А здесь вот с этой стороны различные у них офисы Билайна, МТС. Вот там ресторан какой-то или кафе южно-китайской кухни. А вот это дом связи, где куча магазинов. Опять-таки Мегафон, МТС, там ДНС. Короче, ну все, мы выходим уже с территории. С территории выходим. Здесь остановка. Кстати, вот смотрите, видно сколько тут близко, поэтому можно видно сколько умная остановка, сколько минут до какого автобуса. Вот 104 через 0 минут прибудет, а 19 через 0 минут прибудет, 5 через 1 минуту, 6 через 8. Так вот видите, 102 приехал автобус. 102, вот за ним 19 автобус. Так что вот так вот здесь все сделано. Еще прикол вот здесь вот, то что здесь теплой остановки нету, но здесь пекарня вот эта. И тут можно зайти типа погреться. Ой. Посмотреть. Ничего не могу взять с едой. Растягай с рыбой 72. Пирожок 59. Шанишки по 58. Запотела у меня камера сразу, как я в тепло зашел. Закрытая пицца с курицей 96. Сосиска в тесте 75. Багет с сыром.
Тут что такое? Ватрушка с яблоком. Пончики, да, это? Булочки, пончики круглые. 59,69. Так что вот тут можно постоять, погреться, если вам холодно. Просто смотреть в окошко, когда автобус подъедет. Почему-то тут теплой остановки нет. Вот такая вот пекарня заняла место. Приходится вот сюда заходить и здесь отогреваться. Иногда до автобуса долго приходится стоять, там минут 15-20. На улице-то в мороз стоять это страшное дело вообще. Поэтому зайти в помещение и погреться это замечательно. Сейчас яренько чудо немножко я погрел. Наверное, скоро уже буду завершать. Так, входим. Двойная дверь обязательно с тамбуром вот таким, чтобы тепло не выходило. Двойная дверь. А то будет тепло теряться. Тут у них улочка какая-то громыхает. Вот здесь вот люди стоят, ждут автобуса. Все. Ну ладно, наверное, я сейчас до той остановки дойду, да. Завершу трансляцию. Сейчас дорогу с вами перейдем. Вот здесь вот. Это улица Короленко и улица Лермонтова, перекресток. А такая движуха сейчас здесь. Смотрите, сколько машин. Ого! Ого! И все такое накатанное, смотрите, вот буграми так все сколько. И тут туда идет. Так, 1 секунда осталась. Все, переходим. Смотрим по сторонам. Под ноги обязательно смотрим, чтобы не грохнуться. Потому что вот эти дороги, они буграми вот в этом месте как раз. От того, что много машин едет. Вот скорая еще одна едет. Где моя? Реанимация, конечно, очень плохо. Переход. Вот. И вот этот исторический дом. Здесь, который деревяшка, это еще не снесли здесь. Смотрите, она какая, она уже вся покосилась. А там еще жильцы живут какие-то. В каких-то квартирах. Причем, смотрите, окна у нее прямо с уровнем вот этого тротуара, дороги. То есть я не знаю, что там происходит, когда тут все это тает. Там, наверное, конкретно все уже такое покосившееся. Ну вот его, наверное, что-то должны этих расселить. Жильцов. Он, кстати, огонь. Ой, свет горит, господи. В окошке. Видали, да? Тут я вижу это самое. Какие-то цветы стоят на окне. Видать, там бабушка живет, что ли? Короленко 46. Видали, да? Люди живут. Люди живут где? Представляете, да? Тут вообще на одном окне решетка. Здесь вообще что-то затянуто. А тут окна вот эти выбиты. Надо его поснимать, потому что я думаю, этим летом его снесут уже. Что сколько можно людям тут мучиться. Вот у него вообще этот бок на бок завалился. Вообще жутко. То есть вот эта сторона, она выше, да? А та сторона, она куда-то туда провалилась. Под землю. Тут машина. Смотрите, сколько здесь на первом, на втором живут люди. Вот в той части дома. И здесь на первом этаже живут люди. Вот тут несколько квартир еще. Ну им тут хорошо, что центр же.
Вон, видали, в подъезде там свет. Все, дом такой какой-то интересный, с такими этими, какими-то, ну, такая непростая архитектура, да, вот какие-то навесы, тут выступы, что-то, подъезд. Можно даже зайти в подъездик. Ой. Так, уважаемые жильцы, объявляет акцию «Прощенные дни». Тут велосипед стоит. Ой, тут кобыле приходится нагибаться, потому что это, смотрите, тут все низко так. Он уже куда-то в землю ушел. И тут вот эти вот. Ох. Виталий, ну туда я дальше уже не полезу. Кошмар. Ой, ужас. Тут велосипед. Так, очень много аварий. Надо придумать свои Наташи для телефонов. Да, в принципе, да, что-то ленюсь я. Я мог бы сшить, конечно, его, но просто телефон, у него уже экран. И это самое. Ой, еще скоро я. Ё-моё, что-то сегодня вообще конкретно. Капец какой-то. Ну, одна скорая за другой едет. Ну, сейчас же ковид, смотрите, вот этот омикрон там, говорят, в Якутске он вообще тоже пришел в Якутск. И тут вот, смотрите, туалет какой у них. Па-ба-бам. Жесть, да? Ни дверей, ничего нет. О, какой. Жуть. Даже в туалет не сходишь. И здесь помойка, вот это вот. Как она? Вот зимой ставят, щиты сколачивают, и они сюда жидкие помои выливают с ведер. А потом он застывают, вот эти щиты разбивают и увозят. Такое мороженое. Ё-моё. Ничего не... А вот это выгребная яма здесь. Летом сливают сюда жидкие помои. А это... Господи, куда я зашел? Для сухого мусора. Вот так вот люди живут. 21 век. Смотрите, как его накренило на бок. Капец, да? Куда-то уехала. Вот такая вот вечная мерзлота. Что она делает с домами? Видали, да? Просто уехал куда-то. Так его как будто бы это... Там, я понимаю, жильцы живут, которые там, да? Они вот так, у них все катается. То есть, что-нибудь положил, и оно покатилось. Поскольку пол под наклоном. Ну, ладно, все. Короче, ладненько. Сейчас я до остановки. И уже все. У меня телефон уже, чувствую, замерзший. Ну, тут место очень хорошее, очень выгодное. Тут такая точка, смотрите, тут и рынок, и парк, и, короче, улицы, все подряд. Золотое место. Наверное, тут будут какое-то здание очень такое высокое строить, многоэтажное. Ну, как жилое, я не знаю. Тут, конечно, жить на этой улице. Так, это какой автобус? Семерка. Семерка. Улицу посмотрим. Ага. Да, я думал такой сшить как бы чехол для телефона, но его если с одной стороны обклеить чем-нибудь, обычный чехол каким-нибудь мехом, но все равно экран-то будет мерзнуть. Поэтому вот сложно.
немножко вам улицы. Улица Лермонтова. Вечер пятницы. Видите, как он быстро едет, а? Ой. Там республиканская больница вдалеке. Сахамедстрах. Светлого. Светлого. Объявление на русском и якутских языках. Да, удачно я заскочил в автобус, и ждать не пришлось. Вот так стоять, мерзнуть неохота. И тут еще один торговый центр Олимп. Что ли, или как он называется? Вот это, по-другому. Вот. Рядом здесь вот там медучилище. Ой. Что-то качает. Плохо видно вам, да? Отражение. Ну, к сожалению, ничего лучше не могу сделать. Следующее. Жилищный департамент. Анна Васильевна, где вот департамент? Так, у меня проездной закончился. Мне придется наличкой расплачиваться. 33 рубля уже стало в городе. С января месяца 3 рубля подорожал поезд. Это как бы не сильно так круто, но все равно подорожание наблюдается. Так, теперь может быть мне покупать не на 60 дней, а на 30 дней проездной. Смотреть надо, как выгоднее. Это улица Свердлова здесь. Тут перекресток. Магазин «Звезда», всем известный. Сахалоимпорт. Дом меха. Швейный парк. Что такое, он тормозит, да, как? Никак ненормально, блин. Как бревна везет. Как полено. Не люди, а бревна как будто бы везет. Внимание, остановка. Жилищный департамент. Новый Довтогов. Где вот департамент? Следующее. Городская стоматология. Анна Васильевна, Так, городская стоматология, да, следующая будет. оплата за проезд в общественном транспорте города Иркутска производится при входе в салон автобуса. Будьте вежливы и спасибо. При входе в салон объявления у нас, ну, наоборот, при выходе. Платим почему-то. Все наоборот. Как тут
при входе заплатишь замерзший. И сколько автобус будет времени стоять. Главное, если все так при входе будут платить. У нас расплачиваются при выходе. Обычно водителю прямо деньги дают. Или там есть этот аппарат специальный. Можно картой расплатиться. Лежанского перекресток улиц. Стоматология городская вот здесь вот. Кому зубы лечить хочет бесплатно, вот сюда вот. Так, а нам очень много говорили. Автобусные были как завели, так и не глушат до весны. Я слепы. Не, почему? Они автобусы стоят в теплых гаражах, и они, это вот эти машины на уличные, как бы легковые, их под Наташами держат, и они периодически подрабатывают. Они включаются, включаются, согревать внутренний двигатель и салон. Все. Одеть. Монеты пригодятся. Внимание, Упало. Товтобот. Üüttää рынок. Следующая. Энергоопыт. Под ноги и вперед. Оба. Наконец-то мы на улице. Так. Телефон у меня, похоже, отогрелся, да? Я чувствую. Ну и вот мы сейчас в районе крытого рынка. Здесь у нас шведский дом. Стокгольм. Как будто бы мы в Стокгольме, представляете, да? Швеция, это где-то там Скандинавия, да, я так понимаю. А почему он так странно назван? Потому что здесь продукция фирмы Икея продается. Стокгольм. Мебель и товары для дома. У них так прикольно сделано, тут деревяшками так обложено. Как будто бы с бруса какого-то. Как будто бы с бруса. Вот это улица Федора Попова. Мы сейчас на ней находимся. И на этой торжественной ночи, давайте я почитаю комментарии ваши. Деревяшки весь вид портят. Ну, они уже свое достояли. Их вот жильцов там расселят, и все снесут и построят. Супер дом построят. Хотя таких деревянных районов очень много в городе. Это как бы вот тут такие более проезжие части. Я вам показал, прошелся сейчас. Так их еще достаточно, в принципе. Ой, кто-то там полез не в том месте переходить. Ё-моё, человек на свою голову. Хочет проблемы. Ну вот и все. Короче, на этом мы завершаем трансляцию. В Якутске сегодня пятница, 21, 33 градуса мороза. Тумана практически нету. Впереди 2 выходных.
Всем приятного отдыха. До свидания. До новых встреч. Завершить трансляцию.